оценивать надо страну нашу и наше руководство, сопоставляя ее с другими странами, которые, как и мы, не имеют нефти и газа и других больших запасов природных ресурсов, но развиваются. Если мы возьмем поляков, то они имеют более 22-23 тысяч долларов на душу. А мы имеем, как я сказал официально, 8, а на самом деле с ценами 15. Но мы отстаем, хотя вы знаете, что мы в начале самостоятельного развития были примерно на одинаковом уровне. Они избрали демократию и рынок, мы избрали жесткий режим управления и обществом, и экономикой. И отстали намного от этой страны. Мы отстали не только, мы отстали и от Литвы, и от Словакии, от Чехии, от Венгрии, от всех наших соседей. Мы только далеко впереди находимся по сравнению с Киргизстаном и Таджикистаном. Поэтому можете сравнивать, и нужны ли нам перемены, нужны ли нам свободные выборы, и нужны нам более квалифицированное руководство для управления страной и экономикой. Что у нас в экономике происходит сегодня, скажем? В целом, достаточная стабильность есть, у нас нет безработицы большой, но главная наша проблема – это низкая эффективность. У нас в промышленности за первое полугодие 27,5% действующих предприятий убыточно. Ни 1%, ни 2%, по официальным это данным, не моим, а государственной статистики. В целом по стране, если брать всю экономику, 15,1% убыточных. Это в 2 раза больше, чем было в первом полугодии 2013 года. То есть это резкое ухудшение ситуации. И это в условиях, когда мы живем на халяву в значительной степени, имеем очень низкие цены благодаря России за газу, за нефти, и имеем свободный сбыт до последнего времени нашей продукции, не очень высококачественной, в Российской Федерации. То есть мы, если в России что-то случится плохое, у нас будет сразу очень плохо, может быть, и похуже, чем в той же Украине. Потому что мы живем не за счет своего труда. Почему так происходит? Потому что что-то в управлении, а у нас 70% собственности это государственная по-прежнему собственности, и поэтому госсобственностью управляют чиновники, и что-то они управляют недостаточно квалифицированно. Видимо, отбор управленцев идет слабый, видимо, не самые лучшие оказываются руководителями предприятий, главными инженерами, там, министрами, премьерами и так далее. Поэтому, если бы это было подотчетность власти, населению, гражданам, то можно было спросить и заменить. К сожалению, этой подотчетности нет. Когда мы говорим, что должна быть экономика, мы должны сказать, что у нас либерализация, простите, военная. Очень жесткая. То есть, если где-то кто-то что-то стал зарабатывать, у него просто отнимут. Мы с вами постоянно, патологически научились бояться. И основной чертой нашей жизни сегодняшней – страх потерять работу. Страх за детей, которые учатся. Страх за то, что завтра ты заболеешь, и ты полностью не защищен. Потому что даже взять тоже Билли, вот как говорил представитель партии «Справедливый мир», руководитель, простите, наш хирург принимает 40 человек за свое рабочее время. Как можно принять этих людей? Поэтому я хочу сказать вот от своего имени, как немножко поучаствовала в том, чтобы вы здесь собрались, что не надо бояться. Не надо бояться того, что вы видите где-то несправедливость, особенно если она проявляется к вам. Идите и добивайтесь.
И давайте сделаем все возможное, чтобы каждый наш знакомый знал о том, что есть сторонники перемен, чтобы они не боялись ничего, и когда мы будем вместе, мы сможем чего-то добиться. У нас конкуренции нету ни внутри, и нас еще заперли вокруг. Во всех странах, начиная от Аргентины, не говоря уже там про Польшу, Литву, мясо и молоко дешевле, чем в Беларуси. Их обложили пошлины, мы не можем их оттуда привезти. А почему? Потому что иначе не будет куплять белорусское. И поэтому действительно получается так, что в отличие от всего мира, у нас даже на доллар инфляция. То есть за тот доллар 10 лет тому назад мы могли купить в 2-3 раза больше, чем мы можем купить сейчас. Когда нет конкурентной среды, экономика становится неэффективной. А бы как? Как бы сляпал и сойдет. Потому что купит больше не у кого. Будет же объяснение всему этому. Вот бензин 3 раза подряд подорожал. Почему? Извините, доллар растет. И мы должны к доллару привязаться. А почему не сказать о том, что нефть цена падает на мировом рынке? Хоть в одной раз у нас было такое, что бензин подешевел. А ведь это сплошь и рядом в мире. Дешевеет нефть, дешевеет бензин. Так про это не говорят. Не говорят про то, что пенсии не повышают, то, что зарплаты не растут. А доллар растет, поэтому бензин должен быть дороже. Это вот монополизм государства, когда государство все решает за нас. И отсюда единственный выход, пока мы это государство не будем контролировать, до тех пор изменений не предвидится. Сегодня люди, которые выступают за перемены, сегодня замкнулись в ситуации той, что они боятся, как бы не было ситуации, что это приведет к потрясениям в его собственной жизни и всему остальному. Обычно за год до выборов власть начинала раздавать ковришки. Пенсии повышала, там стипендии, тому-сему дали, туда-сюда. Ничего не происходит. Все стоит, зарплаты повысили, бензин повысили, коммуналку повысили, плату в детских садах повысили. Все они удушают, понимая, что общество готово терпеть. Нет, и рейтинг, опять же, в силу не того, что он стал эффективно управлять. Сегодня, кто ходил по квартирам, знает, что люди даже на вопрос о том, как я уже говорил, когда ему говорят, подпишись правительству, чтобы тебе индексировали зарплату на индекс роста цен. А он говорит, нет, подожди, я не буду. А тут начинает тебе говорить, а вот вы, наверное, за войну выступаете. Какая война? Но это проблемы, которые есть сегодня в обществе, которые у нас есть. И мы должны заниматься с обществом с этим, решая параллельно, конечно, проблему, и чтобы мы выстроили стратегию, и была у нас какая-то возможность объединить наши усилия, не так много в оппозиции сегодня сил, чтобы идти на президентские выборы. Но я говорю, что для меня лично вопрос процедуры выборов единого, он стоит на третьем плане, по сравнению с тем, что надо просто активизировать нормальную деятельность с людьми, которые не являются частью белорусской оппозиции, но которые вместе с тем, что они сегодня запуганы, они боятся, так сказать, чтобы не было хуже, они перемен хотят, потому что с каждым днем становится жить не лучше, а предприятий убыточных стало в 2 раза больше, чем было в прошлом году. Значит, экономика стала в 2 раза хуже. Но люди не стали жить в 2 раза хуже, потому что есть возможности, пока донор дает возможности жить нам на халяву. Пока эта халява есть, то белорусский народ не особо сильно заботится о том, что это завтра может кончиться. Но нам надо с людьми говорить, объяснять это людям, что это может кончиться не когда-то через 20 лет, а буквально послезавтра. И что тогда мы будем делать?